Коми протест становится коммерческой акцией. Такое мнение все чаще высказывают блогеры республики. По их словам, некоторые организации под лозунгом защиты прав человека на самом деле занимаются обычным зарабатыванием денег. Денис Сидоров изучил комментарии интернет-активистов. Вот недавняя акция на Стефановской площади. Активист мемориала и студентка СГУ приковали себя цепями к фонарному столбу, протестуя против ограничения свободы, собраний и митингов. Блогеры тут же возмутились, предполагая, что студентку Марину Седову использовали лидеры мемориала. Я считаю, что правозащитники устроили совершенно показательную, показушную, я бы даже сказала, акцию. При этом толкнули на это девушку. А сами лидеры правозащитного движения Мезок, Сажин почему-то не стали приковывать себя цепями, а послали на это совершенно другого человека, то есть кинули его на амбразуру. Наказанием за эту выходку стало назначение штрафа в размере 10 тысяч рублей. Но о его выплате добрые дяди из мемориала позаботились. Они организовали акцию «Благотворительный плов», на которой все желающие могли обменять 200 рублей на миску еды. Еще одна новость. Нам 800 рублей переслали из Сосногорского района. Ну а Мезок с совершенно восхитительной бесхитростностью предложил для сбора средств свою личную карточку. Действительно, зачем деньги туда-сюда гонять? Пусть уж останутся сразу там, где в конце концов и должны оказаться – в личном владении Мезока. Проведенная акция – один из способов коммерциализации протеста, считает блогер Борис Дубнов. Сыктывкарец сейчас живет в Америке, но активно следит за событиями в республике. Мы связались с ним по скайпу. Это очень странные люди. Там один может залезть с микрофоном, с мегафоном на памятник Куратову, другой защищает девственность Офелии в суде, третий ему в том же суде, скажем так, противостоит, четвертый призывает, скажем так, не подчиняться законам, пятый вообще выбивает деньги с американского посольства. По мнению блогеров, провокации мемориальцев – вполне предсказуемая реакция на принятые правительством России меры о присвоении статуса иностранного агента для некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа. В ближайшее время иностранным инвесторам наши правозащитники станут неинтересны, и получать деньги будет неоткуда.